В середине августа гражданке Н поступил звонок с незнакомого номера. Представились сотрудником Сбербанка Киселевой и сообщила о том, что мошенники пытаются снять с ее счета денежные средства. Лжесотрудник банка в ходе разговора перенаправила ее к некому москвину, следователю Следственного комитета России, который сообщил о поступившем заявлении от Сбербанка о попытке снятия денежных средств из ее счета. Также он для достоверности попросил свой номер телефона проверить в поисковике Яндекс. При проверке номер, от которого звонил москвин, принадлежал телефону доверия Следственного комитета России. После чего гражданка Н для предотвращения якобы снятия денег сначала направила 73 тысячи рублей, также оформив кредит на сумму 150 тысяч рублей. Перевела на счета, которые диктовали по телефону мошенники. Обещали перезвонить завтра, так и не позвонили. Не разговаривайте с сотрудником банка, если вам позвонили и назвались таковыми. В данном случае прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка сами. Помните, сотрудники банка не звонят. Это мошенники. 17-летний житель села Дикимдя, используя банковскую карту родителей с целью получения быстрого выигрыша, вступил в телеграм-группы «Орлов делает деньги», «Флоренс», «Энзо делает деньги», «Начало твоей лучшей жизни», где проводились многоэтапные розыгрыши денежных средств. Согласно правилу розыгрыша, необходимо было внести деньги, и чем больше взнос, тем больше выигрыш. Потерпевший, ничего не подозревая, небольшими долями внес от 300 рублей до 10 тысяч. Во время розыгрыша организаторы сообщили, что он выиграл 300 тысяч рублей, и для получения денег необходимо внести некую сумму. Потерпевший от радости перевел мошенникам требуемую сумму денег. Всего с карты родителей несовершеннолетний перевел мошенникам 187 тысяч рублей. Такой вид сетевого заработка является одним из самых распространенных способов мошенничества. Дорогие нюрбинцы, будьте бдительны, не переводите денежные средства незнакомым лицам через анонимные платежные системы. 75-летняя жительница города Нюрба в начале ноября 2020 года через интернет-сайт заказала жидкое лекарство для сердца и мазь для суставов. 21 июля 2021 года пожилой женщине под видом работника прокуратуры Южного округа города Москвы позвонил неизвестный и сообщил, что ей якобы по постановлению суда положена денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей, заранее приобретенные лекарственные препараты. Далее звонивший заявил, что для получения компенсации ей необходимо оплатить страховку. Надеясь получить крупную сумму, пенсионерка перечислила на указанный им счет 436 тысяч рублей. Однако обещанных денег так и не дождалась. Уважаемые жители Нюрбы, в последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Вам могут написать, позвонить с предложением купить чудо-приборы, редкие лекарства, а также сообщить о крупном выигрыше. Не поддавайтесь различным уловкам мошенников. Если вы стали жертвой мошенничества, то незамедлительно обратитесь в полицию по коротким номерам 02 020 112.